Программа ДВ. Начинаем свою работу. Событие номер один в нашем городе – это стрельба, которая произошла в военной части. Мы давали уже информацию по своим сетям. Город взбудоражен этим событием. По городу ходят разного рода слухи. И как даже нам сообщили в милиции, что на этот период правонарушения в городе как-то стихли. Все-таки город насторожился. Что на самом деле произошло, как оперативно сработала наша милиция городская? С этим вопросом мы обращаемся к министру МВД Якутии. Добрый вечер, уважаемые нерюнгринцы. Мне предоставлена сегодня возможность выступить по вашему местному телевидению и проинформировать вас о произошедшем ЧП в вашем городе. Как вы знаете, 7 числа в 23:00 в одной из войсковых частях на заставе двумя вооруженными солдатами было совершено из рук вон выходящее преступление, где погибло 8 человек молодых солдат. Мы получили в городском отделе информацию в 0 часов 15 минут. Личный состав был поднят по тревоге для того, чтобы задержать преступников. Вы знаете, что преступники были вооружены 2 автоматами, 8 заряженных рожков к автоматам и скрылись. Мы, как сотрудники, понимаем, что это такое, когда совершено злостное преступление и когда преступник вооружен, скрылся. Естественно, он готов на такое же преступление ради того, чтобы не попасть сотрудникам органов внутренних дел. Операцию возглавил начальник городского отделения, подполковник Безняков. Мною была дана команда сформировать группу захвата из сотрудников Министерства внутренних дел, которая днем вылетела в город Нерюнгри и принимала активное участие в операции. Были разработаны несколько версий. Мы прекрасно понимали, что преступник может пойти на любое. Одна из версий нами была отработана – это захват заложников, детей, женщин, трудящихся города Нерюнгри. Вторая версия – это проникновение в аэропорт и захват воздушного судна и ряд других. Естественно, нами эти объекты были взяты под охрану. И мы, разрабатывая эти версии, знали, предполагали, что преступник будет двигаться в нашу сторону, то есть к городу. Наша главная задача была поставлена перед органами внутренних дел, а также войсками внутренних войск, не допустить преступника в населенные пункты. Надо сказать, что одна из наших версий подтвердилась. Сегодня утром в 3 часа 50 минут сотрудниками Беркакитского линейного отделения преступники были обнаружены на станции Беркакит. Когда они поняли, что они обнаружены, первое, что они сделали, первопопавшую автомобиль обстреляли, по всей вероятности, пытались захватить и скрыться на автомобиле. Но был предупредительные выстрелы сделаны со стороны сотрудников. Здесь подтянулись сотрудники поселкового отделения милиции, группа захвата Министерства внутренних дел, и их блокировали
не дали возможность пройти в поселок Беркакит. Им было предложено сдать оружие и сдаться, на что они отказались и ответили огнем из автоматов. Ну вот чуть-чуть поподробнее, в деталях, как вот по минутам, допустим, вот во сколько их заметил, кто заметил, где, я думаю, все наши вот телезрители знают прекрасно Беркакит, в каком районе это все происходило и как... 9 июля 1991 года в 3:30 работниками ЛОВД на станции Беркакит, которые несли службу согласно общих мероприятий по поимке преступников, при подходе поезда 1178, товарный поезд, шестой полувагон с конца этого поезда, значит, были замечены два мужчины, которые были одеты в рабочей форме, ну, в рабочем одежде, и имели при себе два автомата АК-74. Вот. Ну, значит, были окликнуты они: «Стой, стрелять буду». Значит, на этот отклик они ответили автоматной очередью. Значит, ну, видя такую ситуацию, значит, сотрудникам был открыт ответный огонь с целью, значит, пресечь дальнейшее продвижение в сторону жилого массива, который расположен напротив как раз южной горловины входа в станцию Беркакит. И притом, я извиняюсь, там, по-моему, была такая ситуация, что ребята, которые их заметили, линейное отделение милиции, они были наверху, в общем-то, они защищенные, да? И вот они крикнули все-таки. Нет, они в районе прожекторных установок находились, они наверху не были. Там спрятаться можно было где-то? В принципе, так было рассчитано по дислокации, что они находились в определенной степени за естественными укрытиями. Железобетонные вот эти столбы, вот откосы, значит, отводные подъездные пути, платформа стояла с бронетранспортером. В принципе, естественные укрытия использовались. Вот. Значит, после того, как ответный огонь открыли, преступники прекратили продвижение дальнейшее в сторону, значит, жилого массива, а бросили стоящему маневровому тепловозу. Сейчас точно не помню фамилию машиниста тепловоза, с ним находилось 3 путейских работника. Вот. И преступники им стали угрожать, значит, автоматами. Значит, пытались пробраться в кабину и запустить, значит, в движение маневровый тепловоз. Но после того, как сотрудники милиции, сотрудники ЛВД увидели, что машинист и находящиеся с ним рабочие спрыгнули с локомотива, они, значит, предупредительным огнем отсекли путь преступникам, вынудили их спрыгнуть из кабины. Вот, после чего они, значит, бросились в отстой, в сторону отстоя. Это ближе расположено в сторону вокзала Беркакит. Значит, в это время подоспевшие сотрудники дежурной части, еще дополнительно ЛВД и прибывшие наши сотрудники открыли огонь с целью отсечь движение в сторону мест концентрации пассажиров, будем говорить так. Но преступникам ничего не оставалось делать, как они направились в сторону полуразрушенного бывшего РБУ напротив новой пожарки. СМП «Кузбасс», напротив новой пожарки. И укрылись там в бункерном сооружении, значит, стены железобетонные, верх перекрытие металлическое, сверху тоже железобетонное. В принципе, бункер самостоящий. Где они были блокированы сотрудниками. Поступил дополнительный сигнал. Мы находились, как раз службу несли в этот период времени на посту ГАИ поселка Беркакит, это на выезде по трассе. И услышали уже одиночную стрельбу. Дополнительно, значит, по рации дежурный запросил помощь. Один экипаж ушел, 3 человека. Снайперскую группу направили. И после по команде дежурного прибыли тоже непосредственно в место, где были блокированы преступники. В это время с других заслонов также подтянулись сотрудники. И полностью весь район был оцеплен. Вот. Преступникам было предложено сдаться. Они не среагировали и периодически продолжали, значит, вести автоматную стрельбу в направлении, значит, сотрудников блокирующих, ну, также, значит, гражданских лиц, сотрудников железнодорожного транспорта, находившихся в подвижном составе. Вот. Был открыт ответный огонь. Снайперская группа, видя, значит, такое положение, открыли они с закрытых позиций, значит, предупредительный сначала огонь,
а после огонь и на поражение. Потому что дальнейшая, как говорится, блокировка, перестрелка, она могла привести просто к жертвам, неоправданным жертвам. После того, как снайперской группой был открыт огонь, значит, преступники прекратили автоматную стрельбу. Повторно им прозвучала команда сдаться, на что они ответили о том, что самостоятельно они не могут из бункера вылезти, но они подтвердили, что они намерены сдаться. А вот, значит, группа в составе 4 или 5 сотрудников, я сейчас точно почему-то не могу даже просто сказать, так вот момент такой. В бронежилетах они проникли в бункер, обезоружили Ибрагимова и Липовцева. Это бывших военнослужащих, да их даже нельзя военнослужащими назвать, а военнослужащие преступники. Вот. Их вытащили, значит, на поверхность. Видя, что они ранены, моментально была вызвана скорая помощь. Быстро очень, кстати говоря, приехали железнодорожники. И направили их для оказания помощи в железнодорожную больницу станции Беркокит. Значит, там при оказании хирургической помощи Ибрагимов скончался. Вот. Причина устанавливается смерти. А Липовцев, значит, по совету врачей, консилиум собрали, значит, он был направлен для дальнейшего оказания помощи, там, лечения и так далее в Нерюнгринскую ЦГБ. Вот. Ну, конечно, реакция народа, люди очень возмущены поступком этих военнослужащих преступников. Там было большое скопление гражданских лиц. Очень большое скопление гражданских лиц. Честно говоря, были высказывания, да, даже почти на грани действий, то, чтобы чуть ли не самосуд устроить. Ну, только действительно вот своевременные действия сотрудников ЛВД, вот, нельзя отнять у них должное, вот, наших сотрудников. Значит, район был блокирован, значит, было разъяснено цель и задачи, те, которые выполняли сотрудники. И все закончилось благополучно для этих, будем говорить, убийц. Вот так. Вот. Сотрудники милиции никто не пострадал. Гражданские лица, жители окружающих районов, жилых строений, работники ЖД транспорта не имеют ни ранений, ни травматических проявлений никаких. Никто, по крайней мере, еще нам неизвестно, чтобы они обратились где-то за помощью. Преступник обезврежен. Пользуясь тем, что я нахожусь сегодня в вашей студии, позвольте мне выразить большую благодарность трудящимся города Нерюнгри, которые в эти дни значительно помогали нам, давали информацию и по телефону, и в устной форме, которая отрабатывалась. Мы понимали, что жители Якутска, жители города Нерюнгри тоже обеспокоены. И позвольте мне еще раз выразить благодарность всем трудящимся, которые помогли нам в этой операции. Позвольте мне также поблагодарить личный состав городского отдела внутренних дел, поселковых отделений, линейный состав Беркокитского отделения, которые на профессионально грамотном уровне выполнили сложную задачу по обезвреживанию преступников. Операция закончена довольно успешно. Как говорится, любимый город может спать спокойно.